Российские рэперистки в финале командных соревнований чемпионата мира по фехтованию победили команду Италии. Встреча завершилась со счетом 43-42. Теперь сборная России занимает первое место в общекомандном зачете. В ее активе 6 наград, 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали. Второе место занимает сборная Южной Кореи, у которой 2 золотые и 1 бронзовая награды. Тройку лидеров замыкает венгерская команда. На ее счету 1 золото и 2 серебра. Спортсмены сборной России завоевали одну награду в 10-й день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванчжоу. Серебро завоевал Олег Костин в плавании на дистанции 50 метров в баттерфляе. Заплыв выиграл американец Калеб Дрессел. Бронза досталась бразильцу Николасу Сантосу. В медальном зачете лидирует команда Китая, в активе которой 14 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. Сборная России идет второй, завоевав 9 медалей золотого отлива, 6 серебряных и 1 бронзовую награды. Третье место занимает австралийские спортсмены, в активе которых 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Все игры каждого тура российской премьер-лиги, начиная со второй половины нынешнего сезона, планируется проводить с использованием системы видеоассистента помощи рефери. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, тестирование ВАР было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке Конфедерации, а в 2018 была применена на чемпионате мира в России. На данный момент ВАР используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала в матчах Кубка России, а также в стыковых играх за право играть в РПЛ. Испанский «Реал» вышел в лидеры рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания. А стоимость команды из Мадрида составляет 4,42 миллиарда долларов. Второе место в рейтинге самых дорогих команд заняла испанская «Барселона». Ее издание оценило в 4 миллиарда. Третьим стал английский «Манчестер Юнайтед» стоимостью 3,8 миллиарда. Четвертую строчку с ценником 3 миллиарда заняла немецкая «Бавария». Замкнул первую пятерку английский «Манчестер Сити», чья стоимость оценена в 2,69 миллиарда. Спортсмены юношеской сборной республики по тэквондо стали обладателями 8 медалей международного турнира, который прошел в Южной Корее. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Участниками соревнований помимо хозяев татами стали спортсмены из Казахстана, Монголии, Кении, Туниса и России. Представители якутской школы тэквондо в составе сборной Российской Федерации завоевали 6 золотых и 2 бронзовые награды. Первые места заняли Василий Корякин, Ангелина Евсеева, Вячеслав Лукшин, Денис Басыргасов, Максим Припузов и Влада Васильева. Бронза в активе Валерия Шелохова и Олеси Нискубы. Награды удостоился и тренер наших спортсменов Яков Гаврилиев, которого признали лучшим тренером турнира. Сплав на катамаранах и пасмурная погода. На реке Горбулах прошли соревнования по водному туризму. Как прошло мероприятие и чем оно запомнилось, расскажет Анастасия Литвиненко. Несмотря на прохладную пасмурную погоду, впервые в Нерюнгри состоялись соревнования по сплаву на катамаранах, в которых приняли участие 7 команд по 2 человека. 505 метров трассы – только часть неспокойной горной реки, прохождение которой подготовит туристов к настоящим походам. На этих соревнованиях обучается, как правильно выйти из какого-то трудного положения, как правильно войти в струю, как это все быстро это все обдумать, как тут спасти человека. Самой реке Горбулах присвоен 3-й уровень сложности из 5. Возможно, поэтому многие участники говорят, что этот сплав запомнится им больше, чем по реке Чульман. На Горбулахе первый раз мы участвуем, а так по Чульманке сплавлялись, был опыт небольшой. Здесь, конечно, да, посложнее, там река немного поспокойней, а здесь поинтереснее. Первый опыт соревнований по водному туризму прошел успешно, и организаторы ставят новые цели. Поддерживать вот такие начинания, делать такие соревнования традиционными, вовлекать как можно больше молодежи, как можно больше желающих заниматься таким видом спорта, как водный сплав. И не только этим видом спорта, есть у нас и горный вид спорта, горный туризм, пешеходный туризм, спелеология, вот сейчас этот водный туризм, велосипедный, авто, то есть то, что называется на средствах передвижения. Сплав прошел в дружеской атмосфере взаимопомощи и поддержки, а соревнования были направлены, в первую очередь, на формирование необходимых навыков, а не ради получения наград. Не только участники, но и организаторы остались довольны проведенным вместе временем, отдыхая в перерывах за разговорами о туристическом прошлом и настоящем района. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни якутского и российского спорта.